Бисмилля. Ахи, по поводу того, что ты говоришь, почему эти люди проявляют, издавливают такое высокомерие и гордыню, поверь в Аллахе, ты, может, этого не знаешь, но я вот с 2009 года вот имел дело с этим Эмаратовским Кавказ. Это у них в крови. У них в крови вот это, то, что они нас обвиняют, нас в лицемерии и так далее. Нас всегда в этом обвиняли эти люди, то, что вы там сидите дома, а мы тут что-то делаем и так далее. Теперь посмотри, допустим, один лицемером там называется такфир, да, если ты просто вышел словом против давли и так далее, тебя сразу называют лицемером. Неважно ты где, что ты находишься, они сразу обвиняют тебя, ты хиджр не сделал, ты жульдарлю куфр, ты джихад не делаешь. Они даже не знают тебя, может ты в соседнем доме где-то находишься, просто поругал давлю, все. Ты сразу автоматически лицемер, а почему? Или, допустим, такфир вынеси, им сразу такфир, ты лицемер. Допустим, даже взять в историю сахаба, взять хавариджи, которые взяли, пошли против Али ибн Аби Талиба и сахабов, да, никто из сахабов, ни из ученых салифов не называл хавариджи лицемером, потому что, когда же вы прямо просто давали им, является ли хавариджи лицемером, они говорят, в Аллахе, они читали аяты, где Аллах в Коране говорит, что лицемеры будут мало поминать Аллах и так далее. То есть эти люди были далеки от лицемерия. Те же даже хаварь, которые против Али ибн Аби Талиба, праведного халифа, пошли. Да, есть ученые, которые выносили такфир хавариджом, но куфр их заключался там, двух таких пунктов илятов, потому что, во-первых, Аллах был доволен, они выносили такфир, во-вторых, через сахабов пришла вся религия, а если они кафир, то, получается, вся религия аннулируется. Но кто сейчас сказал, что давля является такой? Кто через них шариат передается? Нет, субханаллах, шариат завершен. Что Аллах в Коране сказал, что Он доволен ими, в Аллахе нет ни одного аята, ни одного достоверного хадиса, ни слова ученого, что там появится вот такая группа на территории Шама, их там возглавит Абу Бакр, Багдади и так далее, они будут на истине, хидает от Аллаха и так далее. В Аллахе нет у них ничего, у них только одни эмоции, джахилия. И Марат Кавказ всю жизнь нас обвинял, то, что мы, когда ему носили такфир, враждовали, я лично встречался с такими людьми, общался, они говорят, вы там дома сидите, а мы тут бегаем. С каких пор вот это что-то стало показателем в религии Аллаха? Вот, допустим, тебе, если задам вопрос элементарно, да вот, посмотри, кто из нас лицемером является в действиях там, и показухой занимается, вот ты, если тебе один человек скажет, ты ему говоришь, вот ты так сделал куфр или ошибку совершил, а он тебе говорит, слышь, ты там, короче, малолетка, там, я тут 40 лет уже тахаджуд выстаиваю, 40 лет посты Давуда держу, все сунна намаза делаю, там, 1000 зикра каждый день делал, а ты мне что-то там будешь говорить, что ли? А если, ну, какая разница между тахаджудом, постами Дауда, джихад, хиджр, это все поклонения. Если это дебил, джахиль, субханаллах, показухой занимается, я тут сделал хиджру, я тут джихад сделал, ты кто такой мне что-то говорит, или ты дома сидишь. В Аллахе сидеть дома, будучи в роскоши даже, но быть на акиде правильно, быть муахидом гораздо лучше и любимый Аллах перед Аллахом, чем быть джахилем и зиндиком каким-то, не без акиды, правильно, без таухида воевать, где-то бегать по лесам, горам, полям. В Аллах, вот простой пример, Имарат Кавказ, они, сколько бы мы с ними не спорили, сколько бы они нам приговоры не выписывали, не угрожали, и чем закончилось? Ну где у них не было акиды, да, мы его носили, такфир, они нас угрожали, там, вы такие, вы сякие, вы дома сидите, а мы тут бегаем, страдаем, воюем, там, ради Аллаха, ради слова Аллаха. Они слова Аллаха не знали, субханаллах, в Аллахе я видел, когда лично встречался с этими людьми, короче, они говорили, если даже шиит возьмет там автомат в руки, выйдет в леса, короче, он мой брат, это их акида была. Даже сейчас, посмотри, так в то время, если ты мог бы там вынести такфир бурятскому, короче, это подобно тому, как, допустим, там, Абу Бакру такфир вынесешь. А если ты, допустим, там, Муртазали или Доку Мару, кому такфир вынесешь, все это субханаллах, и как будто ты сахабом такфир вынес, тебя могли бы казнить вообще сразу. А сейчас прошло время, что получилось? Имарат Кавказ уничтожили, а люди, которые остались, которые их там считали братьями, теперь сами уехали, давли, им говорят, да, этот Бурятский был кафиром, там мурджиитом был, там этот Муртазали вообще был там крайний мурджиит и так далее. То есть время проходит. Раньше за это наш такфир нам смертный приговор выносили, как он братьям дедойским, нам лично выносили постоянно, там угрожали, убьем, что-то сделали, вы лицемеры, мунафихи и так далее, дома сидите. Прошло время, их Аллах уничтожил. Хотя они тоже по лесам, по горам бегали, 20 лет пробегали, и толку никакого не было. То же самое угроза, то же самое один в один. Сейчас просто новая фишка добавилась у них, хиджру не сделал. Они даже не знают, где ты находишься. Просто тебе достаточно в интернете где-нибудь написать, что вот они не правы, или кто-то там сделал куфр, или какой-то мурджит издавлю. Все, ты сразу лицемер, мунафик, ты ничего не делаешь. А мы вводим, вот занимаясь показухой, я сделал, я там хиджру, я джихад. Мы как? То есть с каких пор, если ты взял автомат в руки, ты стал защищен от ширка, куфра? А если они тебе будут приводить, вот там Аллах сказал, кто будет сражаться ради нас, мы пойдем прямым путем и так далее, такие аяты, хадисы, то спроси простой элементарный вопрос. Не вы ли, субханаллах, вынесли такфир 7 вашим группировкам, которые с вами рядом воюют?
конкурентам, так называемым, там, Аль-Каида, всем подряд, вы же вынесли такфир. Раньше Эмират Кавказ никому такфир не вносил, вообще, субханаллах, далекие были. Они могли в одном окопе сидеть, кто-то из них муртадами мусоров ФСБ считал, другие мусульманами считали. Муртадцами только после того, как на них нападали, спецоперация бывала, они для них муртады становились. Остальное время мусульмане менты ФСБ, они невежественные мусульмане были. То есть в одном окопе могли жить с такой разной акидой. А сейчас эти, субханаллах, давлю, всех перетакфирили. Кроме них, кто не с ними, тот против них, тот кафир, лицемер, мунафик и так далее, джахили, зиндик, и все, только они на истине, субханаллах, на хидайт, это Аллах. Это просто бред, субханаллах, джахилия, просто романтика, и там элементарно люди акиду не знают. Поехали, взяли пару этих фотографий об автомата, постреляли, все, вознеслись, мы, я. Вот какая разница между тем, кто, если ты ему порицание делаешь, он тебе будет говорить, я это хаджут 40 лет выстаиваю, так, 50 лет выстаиваю, сунну намазу все делаю, или между тем, кто говорит, я хиджру сделал, я джихад делал. Какая разница, показуха, что тот занимает, что тот джахиль, не понял, что такое шариат, что порицаемое, это нет условия, чтобы там ты, кто, кем, даже ребенок тебе будет делать порицание, ты обязан это принять, если он истину тебе говорит, а не так, что ты где-то сидишь, короче. С каких пор это стало условием, что если ты там куда-то уехал, тебе нельзя порицание делать, или там книгу 2 арабских почитал, ты возвысился до небес, тебе порицание нельзя делать. Это в Аллахе есть высокомерие, их упрямство, и Аллах унижит, иншаллах, за их высокомерие, гордыню, их показуху, да вы там, и мы тут, вы кто такие, и так далее, субханаллах. А кто вы такие, субханаллах? Вы никто, и зовут вас никак. Возвысились в Аллахе, этот Аллах, этот рог шайтану уничтожит. Они возвысили, у них, смотри, какая акида джахмитская и такфирийская, вынесли такфир 7 подряд. Кто не с ними, они даже могут цепной такфир выносить. Поэтому, кто против них там не согласен с ними, конкурентам своим, как другим группам, мы все это прекрасно знаем, кафирам, могилопоклонникам могут не выносить, худжут ставить, а там могут без худжи вообще вынести такфир, субханаллах. То есть, когда им выгодно, они практикуют, третий пункт, а когда не выгодно, они практикуют. То есть, это истинное их акид, их лицо. Не было такого, никогда такого условия не ставило, чтобы ты уехал куда-то и все, ты уже стал там, короче, безгрешный какой-то и так далее. Так что я тебе говорю, ахи, как Мухаммад Уль-Хаб говорил своим братьям, а мы являемся в Аллахе его братьями, мувахидами, мы любим его ради Аллаха, враждуй с ними, ненавидь их и выноси им такфир. Выноси такфир, если ты видишь ширк куфр. Неважно, кто он там, как он себя там халифом назвал, амиром назвал, хиджру сделал, 10 лет, 20 лет бегает по лесам, горам. Если видишь ширк куфр, ясный, как солнце, вынеси такфир, ты обязан вынести такфир. Порицай порицаемое и не обращай внимания на их угрозы, что они тебя лицемером называют. И так далее. Во-первых, показухой они занимаются, а не мы, субханаллах. А действия сердца они не видят, поступки их не показухой, они занимаются, а не мы. Так что, если видишь ширку фарахи, не бойся ради Аллаха, не бойся их угроз, не бойся их оскорблений. Как сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лучший из вас это тот, кто живет среди людей и получает оскорбления, обидные слова, нежели тот, кто не живет и не получает. Потому во все времена так было. Кто призывал к таухиду, истинному таухиду, его ненавидели, враждовали. Ты что думаешь, почему мекканские мушрики и все арабы ненавидели там мусульман? А именно за такфир, именно бара. Основа бара это является такфир. Потому что после такфира начинается бара, кафир и ширку и так далее. Все начинается из бара. Когда сахабы уносили такфир своему народу, своим родным, близким, они начинали их ненавидеть. Если не было бы такфира, они их ненавидят тоже. Что, какая разница, ненавидеть, не выноси такфир. Ты же разве не читал хадис, как он обвинил в неверии, там, заблуждений наших родственников? Они больше всего за это ненавидели. Потому это всегда, во все времена шайтан через это подходил. Во все времена Иблису и войску Иблису ненавистно был именно такфир. Потому, если видишь ширкуфар, как Абдуль-Хаб сказал, выноси такфир, враждуй, ненавидь ради Аллаха, субханаллах. Неважно, кто он, откуда он, где он живет, Давли уехал, Шмавли уехал, субханаллах. Эти тоже в Аллахе, они больше подпадают под хадисы, где сказано, что будет появляться хавариджи, будут они уничтожаться. И вот мы видим на практике это все, как происходит. Каждым днем все меньше и меньше земель остается, больше и больше их уничтожает. Есть там мувахид, видит Аллах, я свидетель, что там есть мусульмане, мусульманки. И я опять-таки не говорю, что там вся давля подряд все кафиры, но там в Аллахе много зиндиков, джахили, кафир, такие как Абу Аниса и так далее, которые за ним следуют или ему не следуют, но ему такфир не носит и так далее. В Аллахе Аллах их уничтожит. Как и он читал других джахилей, зидиков, вот и простой Эмират Кавказ, тоже воевали, бегали по лесам, горам, что они захватили, что они добились, ничего, всех поубивали, всех поуничтожили, а кто остался, теперь им выносит своим такфир бывшим амирам и лидерам. Также, иншаллах, с этими джахилями будет. Всех перебьют, кто останется, может, Аллах валим, со временем поймут, что они были заблуждения. Так что не бойся, угрозы, обвинений, оскорблений. Это во все времена так было. Вот если ты этого не знаешь, я тебе говорю, Эмират Кавказ точно, слово так было, но единственное, у них не было хиджр. Сейчас теперь новое
новое оскорбление, обвинение, хиджра появилось новое. Ты не сделал хиджру, хотя даже он не будет тебя узнавать. Ты делал хиджру, не делал. Ему плевать. Он только услышит слова, он сразу на тебя вот этот шаблон, грязь прольет сразу. Ты не сделал, ты такой, 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 сякой. Ему сказать, подожди, я в тюрьме могу сижу. Может, я лет 10 сижу, что 10 сидеть. Откуда ты знаешь? Да ему вообще плевать. Где ты, кто ты, с кем ты. Ты, главное, просто посмел там оскорбить или порицание даже элементарно шариатское сделать, или обвинить, там, допустим, человеку куфр показать, сказать, что человек кафир, и мне без разницы, что он живет давля. Вообще без разницы, короче. Ты просто посмел там что-то слово в их сторону сказать, все, ты лицемер, мунафик, могут и такфир вынести. Сейчас-то им без разницы, кому что выносить, короче. Где-то, когда надо, не выносят, где Аллах обязал их выносить такфир, а где не надо, они выносят без спешки и даже цепной, все подряд, короче, могут выносить. Так что, ахи, крепись, как сказал Мухаммад Аль-Хаб, еще раз напоминаю, братья мои, ненавидьте, враждуйте ради Аллаха, даже если отцы, братья, родные, неважно, где он, давля, там, сколько лет бегает, выноси ради Аллаха такфир, если видишь большой ширк куфр, есть доказательства, видел, выноси ради, это твоя обязанность. Не бойся порицаний порицающих, ахи, Аллах возвысит это дело. Будь справедливый, беспристрастен. У них нет этой беспристрастности. Вот это простой элементарный пример. У них нет беспристрастия и справедливости, а потому они унижают, Аллах их унижает постоянно. И также с Эмират Кавказ было, также с другими этими группами то же самое будет. Но где их беспристрастность, когда им говоришь, вот вы сделали эту ошибку, вы сделали этот ширк, этот куфр, вы здесь не правы, они говорят, да нам плевать, ты кто такой, там, ты кто, где прокмысл, так, или сахабы, где-то, кто говорил из порицаний, что-то, где Прохман сказал, если ты где вдавля, тебе не имеет права делать порицания и так далее. А то, что они там говорят, мы там джихад, муджахиды, в Аллахе лучше них, кто был поколение, им выносили такфир за ширк куфр, несмотря на то, что они выходили на джихад. Разве ты не читал суру Тауба за этих мувахиду, они верующими людьми были, с Пророком на Табук вышли, за одно слово насмешки им вынесли такфир, сподвижники, Аллах семи небес и вынес такфир. Никто же не сказал, мы на джихаде, мы там сахабы, мы там пророком вместе живем, намаз делаем, кто вы такие нам такфир уносить? Никто такого не сказал, Аллах семи небес вынес, и все люди, сахабы даже до откровения вынесли им такфир сразу. То есть куфр, ширк выносит такфир, несмотря на твои поклонения, что-то делаешь, потому что куфр аннулирует все то, что ты делаешь. Если ты умер на этом, то все, Аллах по ветру твое поклонение пустит, будешь вечно в аду гореть. Потому они были лучше них, Аллах и вынес им такфир. И потому эти джахили еще хуже, они даже элементарные, вообще не знали, взяли автомат, романтика чистая, там, селфи с автоматами, наложницы набежали, короче. Выделал ширкуфр, выноси, не бойся, субханаллах, если то, что они там что-то говорят, угрожают, там, ранжу, роб, владением, так, казним, и так далее. Пусть угрожают, субханаллах, их уничтожит, то есть они даже просто оттуда не выберутся. Пусть Аллах поможет мусульман, которые там находятся, мувахиду, укрепить на истине, и чтобы они не поддались этому искушению, и других мусульман, которые по всему миру видят это все. Пусть знают, субханаллах, именно за таких джахилей сказано, что они будут появляться, иншаллах, и будут уничтожать так 20 раз. И иншаллах, этот рог шайтана, это хаварический, Аллах уничтожит, это же как и другие времена он был уничтожен. Хвала Аллаху, Господу миров.